Во-первых, добрый день еще раз, уважаемые коллеги, друзья. Фамилия моя Иван Абажер. Я представляю Общественную палату Республики Крым. Я с первого дня, когда в Крыму после референдума в 2014 году, первый закон, который был издан в республике, парламентом республики, это был закон об Общественной палате. И с тех пор три состава представлял палату в Общественной палате Российской Федерации, три состава. Поэтому мне понятно и мне очень приятно видеть, что мы примерно, вам 10 лет, а нам 9 лет, и вижу, что примерно схожи наши действия в нашей деятельности. И я очень рад о том, что наша палата заключила соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Саха-Якутии. Но если начинать говорить о палате, наверное, очень долго будет занимать ваше время. Я думаю, что все мы на одной волне. Мы все прекрасно понимаем, чем мы должны заниматься и чем мы занимаемся. Для меня лично, я для себя, я человек вообще производственник, никогда не думал, что буду заниматься так глубоко общественной жизнью. Но когда я окунулся в деятельность Общественной палаты, я вам признаюсь честно, я человек бизнеса, я ушел из бизнеса. То есть я 9 лет посвятил себе полностью общественной деятельности. И очень то, что я для себя лично понял, что каждый, кому дорого его семья, его, скажем, город, республика, страна, должен делать все возможное для того, чтобы как можно ближе быть вместе, для того, чтобы наша страна развивалась, наш регион развивался и развивался в целом наши взаимоотношения. Мы сегодня, вы знаете, Крым является тем драйвером, который фактически сдетонировал вот эти политические процессы мировые, которые сегодня мы с вами видим, испытываем. Мы считаем, что Республика Крым с нашими возможностями, с теми динамичным развитием, которое сегодня идет в Крыму, это может быть примером тоже для других субъектов Российской Федерации, как развивается республика. И в этом немалая роль Общественной палаты, потому что я считаю, та гармония, которая существует у нас между Общественной палатой и всеми ветвями власти, она очень такая добротная и, на мой взгляд, она дает большие перспективы нашему региону. А так я хочу пожелать нам все вместе узнать больше друг о друге. Мы готовы к сотрудничеству, готовы заключать соглашения с другими общественными палатами. Пожалуйста, передавайте своим коллегам о том, что Республика Крым – это Крым наш. И приезжайте, давайте будем все вместе развивать. Добрый день, дорогие единомышленники, соратники. Зовут меня Владислав Алексеевич Овчинников. Я председатель Общественной палаты Кемеровской области Кузбасса. Это единственный регион у нас в стране, который официально носит двойное название. Это угольное сердце России. Но теперь у нас будет два угольных сердца – Кузбасс и Донбасс. Мы с Донбассом побратимы. Недавно тоже я был в Горловке. Это наш братский город. С нашим городом Прокопьевском Горловка в 30-е годы прошлого века уже стали городами-побратимами, и поэтому теперь у России два угольных сердца. Наша палата, она особенная, она очень молодая. Я вот попрошу подняться. Евгений Каратаев, я не побоюсь этого слова, он эксперт в сфере ЖКХ федерального уровня. И Мария Старинчикова, она представляет опору России. Вот посмотрите, у нас молодая, красивая палата. Спасибо. А сегодня еще прилетит у нас как раз Тимур Азгатович Галеев. Он представляет молодежную татарскую организацию, и он специалист в области IT. Мы, так же, как и все общественные палаты, активно сотрудничаем как с парламентом, так и правительством Кузбасса. И у нас очень на серьезную основу поставлена экспертиза и общественное обсуждение региональных и федеральных законов. И мы активно участвуем. У нас сейчас в Кузбассе создано две агломерации, южная и северная. И у нас в регионе
прошла муниципальная реформа. У нас теперь 33 всего муниципальных образования, из них только один муниципальный район. Остальные это городские муниципальные округа и городские округа и муниципальные округа. Мы активно взаимодействуем. Кузбасс, так же как и Якутия, многонациональный регион и многоконфессиональный. Если вы у нас были, у нас и коренные народы это и шорцы, и Телеут, и Горная Шория. У нас регион граничит и с Республикой Хакасия, и с Республикой Алтай. И мы активно взаимодействуем как раз и с различными советами, организациями, конфессиональными, национальными. И у нас в составе палаты как раз работает и митрополит Кузбасский владыка Аристарх, и уважаемый Тагир Хазрат, это муфтий духовного управления Кузбасса. Мы активно работаем в этом направлении. Но как тут есть представители независимого общественного мониторинга, они не дадут мне слукавить, что на базе общественной палаты нет с 2021 года без перерывов работает штаб по общественному наблюдению за ходом выборов. И клуб экспертов, и общественные наблюдения, ну, я думаю, это во всех регионах есть. И вот Александра Васильевича здесь нет. Активно мы также занимаемся и работой совместно с общественной наблюдательной комиссией. Мы взаимодействуем. Дело в том, что в Кузбассе очень много учреждений ГУФСИН, к сожалению. И из-за этого у нас очень много проблем, потому что учреждение ГУФСИН 80% остается проживать постоянно на территории области. И это проблемы, и эти социальные проблемы мы тоже пытаемся решать. Но основная наша задача – это, конечно, улучшение качества жизни простых людей, наших людей. Все вот, и ЖКХ, и предпринимательство, и благоустройство. То есть все, чтобы людям жилось хорошо. Спасибо большое. Коллеги, добрый день. Рад всех увидеть. Большой привет передает Пермского края. В этом году мы празднуем 300-летие города Перми, поэтому в течение года у нас большая событийная линейка. Всех ждем в гости. Меня зовут Гатауллин Денис, заместитель председателя комиссии по здравоохранению, социальной политике. Занимаюсь детской и молодежной политикой, безопасностью детства, развитием отцовского движения. Являюсь членом Совета отцов Пермского края. Ну и еще куча различных НКО, о чем буду рассказывать, в том числе на нашем форуме. В этом году у нас произошла перезагрузка палаты. В январе был сформирован новый состав. И, в общем-то, мы постарались сохранить и старые начинания, безусловно, которые и по общественному контролю, по социальной политике, по экологии. Но в этом году мы активно сразу же взяли вектор на поддержку членов, участников и семей СВО. Это абсолютный приоритет деятельности палаты. И некоторые проекты, которые были реализованы в Пермском крае, один из таких проектов «Помощь здесь», он, в общем-то, был признан на федеральном уровне, и какие-то технологии были взяты. Вот. Лично я горжусь тем, что моя организация, спортивная организация, мы одними из первых в стране взяли детей военнослужащих, детей участников СВО бесплатно в секции. То есть у нас сейчас есть возможность в Пермском крае фактически всех этих ребят, детей взять в эти секции. Тоже об этом буду рассказывать на площадке. Всем желаю отличной работы, рад знакомству. По 18 часов с посадкой и с остановкой в Иркутске или в Новосибирске по 10 часов ждем пересадку. Да, такие прелести есть. Это меньше, чем вы из Москвы летели. Абсолютно верно. Совсем меньше. И поэтому, хотя у нас есть два раза в неделю прямой рейс, но на него не так легко попасть, потому что желающих много, особенно летняя компания, и отпуска и так далее, есть свои сложности. Но и желания не было 10 часов сидеть в Новосибирске, поэтому мы трошненько прилетели за несколько, ну не за несколько дней, за 2 дня для того, чтобы оказаться здесь, на этой земле. Ну, говоря об общественной палате, наверное, действительно у нас направления деятельности у всех перекликаются. И национальные проекты, да, и достижение национальных целей, и помощь ребятам СВО. То есть цель одна. В любом регионе население должно ощущать плечо
качественные изменения, и мы стараемся это делать. У нас 5-й состав работает, и хочу сказать, что год от года, вернее, от состава к составу, все сильнее чувствуется по результатам деятельность общественной палаты. И сегодня уже отмечают о том, что среди иных общественных объединений палата, пожалуй, имеет наибольший авторитет в Хабаровском крае. И понятно, что это заслуга прежде всего членов палаты, которые по всем направлениям стремятся внести свою лепту в улучшение жизни наших граждан. Ну и в этом году у нас, конечно, колоссальная работа предстоит. Это вот она уже сейчас продолжается. У нас на территории 159 избирательных кампаний. И по сути дела, из 19 муниципальных образований 17 задействовано. И поэтому нам не скучно в этой части. И не скучно в части подготовки общественных наблюдателей, самого общественного наблюдения. Достаточно приличная по составу оппозиционная у нас группа в отдельных муниципальных образованиях. Мы будем стремиться к тому, чтобы выборы состоялись, доказать, что выборы состоятся честными, легитимными. И благодаря общественным наблюдателям мы, конечно же, справимся с той задачей, которая перед нами поставлена. Успехов нам всем, не только на этом форуме, а вообще каждый день. Добрый день, коллеги. Ну, в общем-то, так повторять те требования, которые предъявляет к нам общество, наверное, нет смысла. Они очень и очень многообразны, правда? И это не только наша с вами заслуга, не только наше желание сделать наше общество лучше. И мало того, принести пользу нашему обществу именно с точки зрения и благополучия, и возможностей общественных отношений. И, конечно же, самое главное – это нашего будущего, наших детей, наших тех перспективных, с которыми я считаю, что мы очень много добились законов, которые все-таки внесли слово «воспитание». Знаете, я у Астахова была, Павла Алексеевича, от Краснодарского края достаточно долго. Вообще его должность – это один из вариантов моей докторской диссертации. Он, когда увидел мой автореферат, понял, откуда он это оказался. Ну вот, занимаясь и общественной деятельностью, я заместитель комиссии по вопросам общественного наблюдения, противодействия коррупции, правоохранительных органов, УНК, потому что в прошлом я подполковник милиции в отставке, вот уже 20 лет как в отставке, 26 отслужила. Вот, поэтому эта деятельность не только лишь была связана с тем, чтобы выполнять, но и передавать. Я преподаю, профессор в университете МВД, в Кубанском государственном университете. Вот, поэтому дети и внуки повыросли, сами занимаются, я занимаюсь общественной деятельностью. Но сами понимаете, еще проблема Краснодарского края в том, что нас тоже хотят отнять от России. Да, ну как это? Американцы. Дело в том, что да, мы, конечно, много не афишируем, много не афишируется Ростовская область, но я вам хочу сказать, до нас все долетает. Да, да. Вот, все долетает, да, и местным главам, которые находятся на границе с Ростовской областью, да, вот выход на Крымский мост, это все, что там, да, мы просто немножко умалчиваем, конечно, чтобы общество не беспокоить, но противодействие присутствует. И у нас в этой части достаточно серьезно и работают правоохранительные органы, и общественность, именно с точки зрения патриотизма и любви к родине, к своему государству, которое, собственно говоря, нам дало все, что мы сегодня имеем, и то, что мы можем передавать своим молодым. Вот, поэтому занимаемся, работаем, видите как, и прилетели сюда. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Михаил Половинко, председатель Общественной палаты Еврейской автономной области. Мы прилетели вдвоем
со мной приехал Алексей Абрамович, Алексей Абрамович Славин, член Общественной палаты Российской Федерации от Еврейской автономной области. И по совместительству мой коллега, я председатель торгово-промышленной палаты области, а он председатель совета ТПП ЯО. У нас вот такой вот подряд. Общественный подряд. Уйди, мой хороший. Вас категорически приветствую. Во-первых, спасибо большое за гостеприимный прием зимой, когда мы были у вас здесь на форуме. Это было потрясающе. Видели зимний Якутск, увидели летний, посещение вот этой вот пещеры ледяной зимой и посещение пещеры летом. Это два абсолютно разных упражнения. И вот хорошо, что это все в сравнении произошло. Было на самом деле здорово. Нам очень приятно, что мы дружим, давно уже дружим с Общественной палатой Саха-Якутии, потому что вы одни из первых, кто подхватил нашу инициативу и подписал соглашение между общественными организациями и Общественной палатой по продвижению, восстановлению и укреплению традиционных семейных ценностей. И это было достаточно важно. Мы как раз этим проектом зимой прилетали, рассказывали. Тогда еще с зампредом правительства нашего по внутренней политике Марией Костюк, которая теперь работает в Федеральном фонде на поддержке семей участников СВО. Да. Вот. И это, наверное, важный этап. И будем продолжать, и будем приезжать, и вас к себе приглашаем, и всех, кто доехал до Якутска, так или иначе точно доедут до нас, потому что мы через Хабаровск, вот с Галиной Анатольевной вместе летели, 2,5 часа, прямой рейс, правда летели мы очень жестко, в дикую грозу, молнии, взлетали прямо вот в шторм. Бодренько. Это хорошо, лететь в непогоду всегда хорошо. Потому что, знаете, что... Если учесть, что только пока мы звезд не увидели в иллюминатор, пульс до этого не был ровным. Я желаю всем нам отличного общения, очень хороших таких коммуникаций, взаимодействия, потому что важность вот таких мероприятий, особенно форума сообщества, заключается в том, что мы здесь собираемся для того, чтобы объединяться. Я вам не мешаю? Спасибо. Собраться для того, чтобы обменяться мнениями, поделиться лучшими практиками. Как говорится, чтобы не стыдно было себя показать, и у других подсмотреть, и что-то воплотить у себя в регионе. Потому что не все всегда идеально. И у каждого своя специфика в регионе, у кого-то каждый свои какие-то интересные фишечки, которые можно по-дружески взять, да, и поделиться, да, применить у себя. И мы, в свою очередь, тоже готовы поделиться всем тем, что мы имеем. У нас регион такой компактный, как его все наши власти называют. Наша специфика, по большому счету, это то, что у нас 550 километров общей границы с Китаем, 4 погранперехода. Мы от него очень сильно зависим и в части и экономики, и в том числе и социальных проектов. Очень много у нас городов с Китаем побратимов. Мы готовы поделиться нашими возможностями, нашими коммуникациями с Китаем. Они исторически давние, и опыт более-менее такой имеется. А у вас мы учимся выживать, потому что действительно климат здесь суровый, резко континентальный. Видели и зиму, повторюсь, теперь увидели и лето. Уже чуть-чуть попрохладнее стало. Да. Мы так грамотно приехали. Мы договорились. Спасибо, спасибо. Поэтому вообще очаровательно. Вообще очаровательно. Поэтому всем нам удачи, всегда на связи. Плодотворной нам работы и форума успешному быть. Спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Дилара Юлдашева, я член Общественной палаты ЯНАО нового созыва. Не так давно приступила к своим обязанностям. Могу сказать, что услышала сегодня ровно то же, чем занимается, собственно, и наша палата. Я думаю, повторяться смысла нет.
Скажу в частности, у себя в городе, я в Ноябрьске живу, хотя родом, кстати, я из Уфы, так что Башкирия, кумыс меня сегодня очень порадовал. Спасибо огромное, очень вкусно было. У нас там еще есть. Вот, то есть мне Якутия, например, очень оказалась близка и кумысом, и климатом, и мерзлотой в том числе, и многое здесь похоже на наш Ямал, но и разница тоже, конечно, есть. Так вот, я у себя в городе, в Ноябрьске, я проживаю, представитель комитета семей воинов Отечества. Соответственно, у нас приоритетное направление в данном случае поддержка семей, это юридическая, социальная, бытовая помощь, очень много вопросов, которые мы, к сожалению, не всегда можем моментально решить, но стараемся. Наверное, это делают сейчас все регионы и все общественные палаты в этом задействованы так или иначе. Также мы готовим общественных наблюдателей, я сама непосредственно буду участвовать в этом. Я думаю, тоже это, так скажем, и интересное направление, в том числе и головная боль для всех, потому что это нужно сделать достойно, красиво, на уровне. Сейчас вроде постараемся с этим все справиться. Также у нас очень поддерживается в регионе добровольчество. Я непосредственно руководитель поисково-спасательного отряда «Ямал» в городе Ноябрьск. У нас он по всему региону присутствует. И мы вместе с общественной палатой реализуем один из моих проектов. Вот, надеюсь, в сентябре уже приступим. Это квесты по профилактике детских пропаж. Поскольку регион у нас достаточно суровый, нам нужно учить детей быть готовыми ко всему. Вот. И в игровой форме они, естественно, все постигают. Также у нас есть рубрика литературная, у нас есть детский книжный клуб, первый и пока еще единственный на Ямале, тоже в городе Ноябрьск, и куратор его тоже я. И мы реализуем такой проект, как книжная полка. То есть мы рекомендуем, что читать, как читать, семейное чтение. Я многодетная мама, соответственно, я люблю читать, все дети у меня любят читать, и я учу всех остальных любить читать. Я делаю это, естественно, не одна, вместе с коллегами из общественной палаты, и у нас также есть вход педагога и наставника, рубрика «Совет от учителя». Все это нам дает понять, что то есть все проблемы мы узнаем не понаслышке, мы знаем проблемы семьи, мы знаем проблемы семей ВСВО, мы знаем проблемы региона. У нас есть сохранение также национальной политики, да, народов Крайнего Севера, которые у нас представители тоже в общественной палате есть. Также у нас духовенство в общественной палате есть, причем тоже представлены разные религии. Соответственно, очень разные пласты вопросы у нас реализуются, поднимаются. И я надеюсь, что точно так же я у вас, как сегодня уже сказали, что-то для себя новое вынесу, привезу домой, какие-то фишечки. Может быть, мы чем-то сможем удивить, поделиться. Добро пожаловать к нам в Ямал-Ненецкий автономный, мы тоже очень гостеприимные. Мне, кстати, очень понравилась сегодняшняя программа. Хотелось бы ответить тем же. У нас тоже есть что посмотреть. Мероприятие у нас дальше продолжение. Конечно, я согласна. Думаете, что на этом закончится? Я согласна на все. Так что да, приезжайте к нам в Ямал-Ненецкий, будем очень рады. Спасибо. Ну, давайте я все-таки Это коллеги Хабаркова Светлана Вишенина. Она является членом Общественной палаты Российской Федерации, заместителем председателя Общественной палаты Республики Бурятия. И по большому счету она наша землячка, потому что они в свое время здесь с супругом работали, и супруг ее наш земляк, директор нашей именитой школы номер 2 города Якутска, Саян Бадмаевич. Лапсун Бадмаевич. Господи. Ну, вот Лена Павловна представила мужское отдание, поэтому я, можно сказать, на своей малой родине нахожусь, поэтому я, коллеги, вас всех приветствую. Передаю привет от солнечной Бурятии, и как вот, хотя всегда якуты все время говорили, что Бурят старший брат, но тем не менее, Якутия в состав Российской Федерации вошла на год раньше, и есть какие-то, скажем, такие фишки свои. Вот из того, что мы говорим, главной задачей Общественной палаты Российской Федерации является, конечно, контроль за реализацией национальных проектов. Вот, хочу поделиться тем, что у нас есть соглашение с проектным офисом правительства Республики Бурятия, и мы полностью совместно с ними проводим общественный контроль по реализации нацпроектов. И это чем хорошо? Мы общественная палата как бы рекомендательный орган общественного наблюдения, а там в протокол заносим все, потом кладется на стол главе и очень хорошо быстро исполняется. Вот в этом такая наша фишка. Но говоря о СВО, это, конечно, никого не обошло, и мы, наверное, вот буквально в эти дни с пятницы по воскресенье прошел большой медиафорум дальневосточный про Россию медиафорум, и российские эксперты как раз-таки отмечали о том, что именно глава Республики Бурятия один из первых откликнулся в поддержку спецоперации. Первый подготовился, пошел в народ и на российском языке выступал, почему, зачем и для чего эта спецоперация вот с такой информационно-пропагандистской работой. Ну и вы знаете, да, даже Папа Римский не забыл про нас, да, вот про кто такие буряты, теперь мы известны всему миру.
Поэтому об этом мы будем говорить на площадке. Я бы хотела сказать, что мы, Общественная палата, взяли кураторство над молодым 20-летним военнослужащим, который был спинальник. И вот мы очень рады. И вам, коллеги, рекомендую. Есть такой центр реабилитации имени Лиходея в Старой Руси. И они, значит, в свое время у еще Ельцина получили санаторий ЦК КПСС. И это вот теперь частный медицинский реабилитационный центр. Сначала было воинов Афганистана, Чечни, и вот теперь они с удовольствием, конечно, оказывают помощь по реабилитации наших воинов СВО. Но там есть один нюанс, это частный, получается, медицинский. А тех, вот, которые сегодня воины находятся, имеют ранения, госпиталя их не очень отпускают, потому что это, ну, целое, скажем так, огромный труд, но мы вот все-таки забрали своего вот этого спинальника, и хочу сказать, там есть, поскольку главный врач там бурят, невролог, наш земляк, молодой невролог, закончил Томский мединститут, там есть тибетская медицина, и наш вот парень уже стал чувствовать ноги, пошла вот позитивная реакция. Мы его положили на 2 месяца. Это, конечно, дорого, при этом можно отправлять сейчас на реабилитацию вдов и мам. Мы, значит, в своей палате организовались, отправили 2 мам, 2 вдов, и как в качестве эксперимента из их стороны было благотворить, еще бесплатно 3 детей вот, погибших воинов мы отправили по лечению. Поэтому на сайте можно найти ЦВТ имени Лиходея, пожалуйста, пользуйтесь этим реабилитационным центром и отправляйте своих воинов, мам и вдов. На самом деле это очень важно, их вот, членов семьи поддержать. Ну, фонды открылись везде. У нас 1 июня, работа большая проводится. Я хочу сказать, фонд возглавила член нашей общественной палаты Лоцман Ольга Павловна. Ее заместителем является зам нашей палаты Леонов Денис Геннадьевич. Поэтому именно Денис Геннадьевич в свое время был военным. Он, значит, провел и проводит сейчас большое обучение по тактической медицине. Неоднократно выезжал и за ленточку красную ходит. Ну и вы знаете все, сколько мы делаем в Джанкое, в Ростове, да, наша палатка в Джанкое, кормит всех и вся, да. И в госпиталях наших, вот в Москве, Подмосковье, все в палате говорят, если с тобой лежит бурят, тебе повезло, всегда будешь сыт. И как вот наш глава правильно сказал, дело-то не в том, что они голодные, а дух домашний, моральная поддержка, да, запах родного дома. Ну, поэтому я хочу сказать, задачи у нас все с вами одинаковые, можно много о чем говорить. И в прошлом году, когда я была на съезде женщин Якутии, очень активное женское движение, объединяет 25 организаций, я просто восхищаюсь женским движением Якутии, то мы хотели сделать конно-пеший переход от Ишути-Гнат, но, к сожалению, что-то проект у нас с вами состоялся. Надо над этим подумать. Все-таки сильно рядом расположен. Да, сильно рядом расположен. Поэтому я всем нам желаю такой насыщенной конструктивной работы. Я думаю, есть нам чему поучиться. У каждого есть свои какие-то фишки. Просто мы все должны быть вместе на связи. Мы делаем одно единое дело, поэтому вместе мы сила. Спасибо.